Здравствуйте, на канале НТС Новости с наиболее важной информацией уходящего дня в студии Джилдош Исаков и Елена Кобзева. И в начале выпуска коротко о главном. Без неточностей и противоречий, готовый к опубликованию в Эркинто, Алмазбек Атамбаев подписал новый вариант Конституции с поправками, принятыми на референдуме. Проверка дала результаты. Недобросовестные подрядчики, затянувшие более чем на год ремонт в национальном госпитале, задержаны. Возбуждено уголовное дело. Куда пойти, куда податься? Пострадавшие в авиакрушении третью неделю мыкаются по гостиницам и родственникам. Президент обещал, что вопрос с жильем будет решен. Замуж выходят за двоюродных братьев и женятся на сестрах. В Узгене констатируют прямую зависимость увеличения младенческой смертности от родственных браков. Теперь точно не потеряется. Глава государства подписал окончательный вариант текста Конституции. Копии документа вручены спикеру, премьер-министру и председателям Конституционной палаты и Верховного суда. Уже завтра документ будет опубликован в правительственных СМИ. А сегодня глава государства напомнил, почему было принято решение о внесении поправок и какие улучшения ожидают кыргызстанцев. Вместе с депутатами и членами правительства Алмазбека Атамбаева выслушал Игорь Потанин. Уже через несколько минут в этом зале состоится историческое событие. Глава государства подпишет новый проект основного закона, принятый на референдуме 11 декабря. К торжественной церемонии уже практически все готово, и гости ждут в соседнем зале. Поприсутствовать при этом историческом моменте приехали все члены правительства, депутаты Джурку Кенеша, секретарь Совета обороны, главы судебных органов и журналисты. Поприветствовав гостей, глава государства решил сначала напомнить, для чего была изменена Конституция. Требовались срочные реформы, и государственные ветви власти с этой задачей успешно справились. Было внесено более 40 поправок, исправлены более 60 ошибок. Окончательный вариант основного закона теперь будет роздан во все инстанции. И вот, наконец, рабочая группа закончила свой скрупулезный труд. Я хочу от имени всех присутствующих поблагодарить рабочую группу. И перед вами оригинальный текст Конституции на государственном и официальном языках с изменениями, принятыми на декабрьском референдуме. И текст очищенный от всех неточностей, искажений и противоречий. Сейчас я подпишу соответствующий указ об обнародовании Конституции. Я отдам 4 копии оригинала, заверенные копии оригинала текста Конституции представителям Джогорку Кенеша, правительства, Верховного суда и Конституционной палаты. Оригинал Конституции будет храниться в аппарате президента страны. Президент подчеркнул, что изменение основного закона было не прихотью, а острой необходимостью. Стране нужно было стать по-настоящему независимой, и поправки, внесенные в Конституцию, помогут достичь этой цели. Благодаря поправкам в Конституцию мы выходим из унизительной ситуации, когда внешние силы, включая различные международные организации и даже их комитеты, могли навязывать Кыргызстану неприемлемые нормы, диктовать Верховному суду Кыргызстана, ужесточать наказание или освобождать преступника из тюрьмы. Мы независимая страна. И если мы не будем уважать решение своего суда, то мы не будем уважать ни себя, ни свою независимость. Пора было доказать, что Кыргызстан действительно стал парламентской страной. Для этого в основном законе заложены новые правила взаимодействия правительства и Джогорку Кенеша. Внесены статьи, запускающие реформы в судебной системе и правоохранительных органах. У нас появляется перейти от антагонизма между парламентом и правительством, между законодательной и исполнительной властью. Мы имеем возможность перейти к эффективной совместной работе, вступлением в силу соответствующих норм Конституции, когда депутаты сами смогут руководить правительством, как это во всем цивилизованном мире. И тогда повышается и ответственность всех ветвей власти. Правительство становится намного более самостоятельным, но все же правительство будет реально подотчетно парламенту. Но при этом повышается и ответственность парламента.
Приступить к обсуждению законопроектов, которые теперь требуется привести в соответствие с основным законом страны, депутаты намерены уже в ближайшее время. Десятки статей требуют законодательного подкрепления. В ближайшие несколько месяцев депутаты обещают завершить эту работу. Сегодня это спор вызывает, конечно, налоговый кодекс новый. А когда в соответствии приведем изменениям, поправкам в соответствии с новой Конституцией, это будет, конечно, те законы, которые касаются по правоохранительным органам, по судебной системе. Поэтому это законы, которые касаются этих властных структур, конечно, будет иметь. Споры будут. В заключении своего выступления президент подписал текст Конституции и, как обещал, раздал его всем ветвям власти. Уже завтра основной закон будет напечатан в правительственных газетах. Другими словами, уже утром страна проснется с новой Конституцией. Игорь Потанин, Манас Бакешев, НТС. Итоги специальной проверки обнародовал сегодня Госкомитет национальной безопасности, изучив полученные из Белиза трастовые документы, а также материалы по национализации акций ЗАО «Альфа-Телеком». ГКНБ заключила, что представление Генеральной прокуратуры о передаче в 2010 году лишь только 49% акций этой компании в государственную собственность, а оставшегося 51% компании Penwell Business Limited не имело юридического основания. Тогда говорилось, что контрольный пакет передается этой компании на ответственное хранение с правом управления. ГКНБ установила, что впоследствии компания передавала должностным лицам Кыргызстана крупные суммы за то, чтобы те помогли этой компании заполучить ЗАО «Альфа-Телеком» в собственность. Более того, представители Penwell Business Limited, руководя компанией в 2010 году, на несколько миллионов долларов профинансировали отдельные политические партии и их руководителей перед выборами в Джугурку-Кенеш. Помимо этого, ГКНБ установила, что адвокатскую лицензию Алексею Елисееву, исполняющая в то время обязанности министра юстиции Аида Солянова, возобновила незаконно. На тот момент Елисеев уже значился в розыске по уголовным делам. Причем почерковедческая экспертиза установила, что подпись на заявлении Елисеева была поставлена не им. После, на основании возобновленной лицензии адвоката, Елисеев создал в Латвийской республике компанию Central Asia Consulting. Электронные зажигалки все-таки предназначались для Кыргызстана. Предметы были в составе груза на борту Боинга, разбившегося 16 января в поселке Дачи-Су. Вот только попасть в Бишкек они должны были после поставки их в Стамбул. ГКНБ обнародовала результаты проверки о том, куда направлялся и кому принадлежал груз. Изучив карго-манифест, спецслужбы сообщают, что на двух палубах самолета было 76 758 килограммов бытовой техники, электроники, в том числе аксессуаров к мобильным телефонам и другого. По информации Кыргыз-аэронавигации, этот борт за прошлый год как минимум 49 раз приземлялся в Манасе, следуя все тем же маршрутам Гонконг, Бишкек, Стамбул. И на этот раз он приземлялся исключительно для дозаправки и смены экипажа. Два других пилота из Стамбула уже ожидали своих коллег в аэропорту. В ходе проверки ГКНБ выяснил, что найденные на месте крушения USB электрозажигалки общим весом 1902 килограмма были заказаны компанией GTI Казахстан для ее представительства в Кыргызстане. Это филиал одного из крупнейших лидеров табачной индустрии, компании Japan Tobacco International. Зажигалки заказывал алматинский офис для бесплатной раздачи их торговым партнерам в Бишкеке. Товар должен был быть отправлен из Стамбула в Бишкек 2 днями позже, 19 января. Как быть и где жить? Все, что нажито в 1 минуту, было снесено грузовым Боингом, упавшим в поселке Дачи-Су. Люди по-прежнему находятся в тревожном ожидании, ведь пока, кроме обещаний, им ничего не говорят. Одни, потерявшие крышу над головой, скитаются по родственникам, другие временно проживают в гостинице «Семитей». Там на сегодняшний день ждут решения правительства 55 человек. Помогут ли восстановить дома на прежнем опасном месте или выделят землю в другом, сегодня, возвращаясь туда, где еще 10 дней назад стоял их дом, они скорбят по тем, кого потеряли. Наш дом был вот здесь. Во дворе у нас был навес, кухня была. У нас было 2 участка. Тогда выдавали по 4 сотки. В общем, было 8 соток. Один участок мы отвели под сарай, держали домашний скот. На втором сами проживали. До сих пор сложно поверить в случившееся. Буквально 10 дней назад на этом месте располагалась целая улица. Сейчас здесь можно увидеть лишь обломки и упавшего самолета, и разрушенных домов, которые еще не успели вывести отряды МЧС. В результате авиакрушения Автандил потерял беременную сестру. Погиб и ее муж с 3 племянниками. В день трагедии он находился на работе
Прискорбную новость сообщили ему соседи. Когда приехал, не мог найти домашних. Невозможно было даже понять, где стоял дом. Среди обломков никого не увидел. Подумал, наверное, в больницу увезли. Вскоре позвонили родственники из Москвы. Сказали, что вроде с нашими все хорошо, и они у соседей. Обрадовался, подумал, да и бог с ним, с этим домом. А потом пошел к соседям, и только тогда узнал правду. Родителям не стал говорить, чтобы не переживали. Сказали, что они в порядке. Описать словами горечь утраты тех, кто потерял близких, невозможно. До сих пор они не могут поверить, что в одно мгновение они потеряли сразу 6 членов семьи. Эти фотографии мы забрали из школы, так как дома все вещи сгорели. На этой фотографии дочка пришла на собрание в школу, а это мой внук. Оказывается, в этот день он специально пригласил дочку, чтобы сфотографироваться. Здесь вот муж дочки Санджар, 2 моих маленьких, внучка. По словам пострадавшей Гуляй Чумуевой, в тот злополучный день она вместе с мужем и старшей дочкой находились за границей. Как только дошли печальные вести, рейсом вылетели на родину. Мы с мужем уехали в Москву на заработки, а дочка вместе с зятем присматривали за нашим домом. Дети, к сожалению, учились во 2-ю смену. Вот как бывает. Никто не застрахован от несчастного случая. Все погибли. От безысходности сейчас семья Чумуевых временно проживает в гостинице «Семитей». Сколько еще времени они будут находиться там, пока неизвестно. Теперь не знаем, куда идти. Надеемся, что правительство поможет нам в такой трудный час. Сидим вот здесь в ожидании каких-то решений. Мы платили налоги за каждый из домов. Хотелось бы, чтобы власти их нам восстановили. Столько денег потратили на стройку, на покупку скота. Собственными руками возводили. Копили, чтобы сарай построить. Старались из кирпича. Крышу закрыли шифером. Для себя строили. А теперь пустое место там. Потерпевший крушение в поселке Дачи-Су грузовой «Боинг» сравнял с землей 23 дома. Еще 18 получили разрушения разной степени. По предварительным подсчетам МЧС, ущерб составил более 186 миллионов сомов. В эту сумму входят не только разрушенные дома, но и уже стоимость возведения новых. На сегодняшний день в гостинице «Семитей» проживает 55 человек. Никому из них о планах относительно их дальнейшего места жительства никто ничего не сообщает. Айбек Айтбаев, Алтынбек Каныбекулу, НТС. Пока подрядчик сидит в СИЗО, больные, нуждающиеся в медицинском обслуживании, ютятся в коридорах нацгоспиталя. Один из корпусов медучреждения вот уже 1,5 года находится на ремонте, который по самым пессимистичным срокам должен был быть закончен за 3 месяца. Из-за халатности фирмы, выигравшей тендер, работы остановились. Кроме того, что Минздрав пытается разорвать договор с нерадивым подрядчиком, а сделать это кроме как в судебном порядке невозможно, 2 руководителей компании были задержаны. Один отпущен, 2 до сих пор в СИЗО. Ремонтные работы в здании возобновились, но в отношении фирмы-подрядчика все равно возбудили уголовное дело. Профпатология, гастроэнтерология, эндокринология, нейротравма. А еще где-то здесь находились кабинеты рентгена и физиолечения. В таком состоянии приемное отделение экстренной помощи для нейрохирургических больных Национального госпиталя находится уже больше 1 года. Частично выполнявшиеся небольшими бригадами ремонтные работы в декабре остановились совсем. Продолжились лишь неделю назад. По словам рабочих, подрядчики погасили задолженности по зарплатам и завезли материалы. Но даже сейчас, по прошествии года и 2 месяцев с тех пор, как по договору объект должны были сдать, до сих пор неизвестно, когда переехавшие отделения вернутся в свой корпус. Год стабильно еще уйдет. То есть, можно сказать, 2 года, да, это потребуется? Ну, как это все будет, если так и будет? Если деньги будут, то конечно сразу, да? Наладили проводку, в части здания восстановили отопление. Кроме сантехников работают сварщики, электрики, отделочники. По словам бригадира Абдумалика Мирзаева, на данный момент ремонтные работы выполнены только на треть. Здесь больше 10 человек работает, наверху еще столько же. В общем, человек 26. Если завтра-послезавтра материалы подвезут, еще люди подключатся. На каждый блок по 20 рабочих, когда полностью отопление подключат. В ноябре прошлого года на компанию подрядчика было заведено уголовное дело, но строителям дали испытательный срок на 1 месяц. Перед Новым годом, ввиду того, что практически ничего не изменилось, по обвинению в мошенничестве обоих подрядчиков взяли под стражу. Они в заключении находились, 2 руководителя этой подрядной организации. А один из них так и находится еще под стражей. 2 вышел и сразу активно неделю назад изъявил такое желание, что он теперь уже
осознал, как говорится, он понял, что насколько сложно сейчас в первую очередь больным, персоналу работать в таких стесненных условиях. Для того, чтобы осознать это, понадобилось около 20 дней ареста. По словам Динары Сагинбаева, теперь вышедший на свободу подрядчик обязуется закончить работы хотя бы в половине корпуса в течение месяца. Между тем, почти одновременно с возбуждением уголовного дела Нацгоспиталь подал гражданский иск о расторжении договора с подрядчиком. Если суд удовлетворит жалобу руководства медучреждения, для завершения ремонтных работ они проведут новый тендер. Тем временем больные 5 отделений продолжают ютиться в старом корпусе отделения урологии, которое до этого пустовало почти 2 года. Еще 3 отделения терапевтического профиля временно разместились в госпитале инвалидов. Болт Исаев, Александр Симонов, НТС. Что лучше, платить в карман врача или в кассу больницы? Если так или иначе приходится платить, депутаты предлагают легализовать все неформальные платежи пациентов в отечественной медицине. Некоторые эксперты инициативу поддерживают, аргументируя тем, что если больные все равно платят, то почему бы не сделать это так, чтобы платежи были законными? Однако другие эксперты такое мнение не разделяют. По их словам, прежде всего надо оптимизировать существующие каналы финансирования отечественного здравоохранения. Это и по линии Фонда обязательного медицинского страхования, это и по размерам сооплаты тех или иных медуслуг со стороны граждан. Это, наконец, и разумное использование поступивших средств руководителями медучреждений. Далее подробности темы. Согласно Конституции, бесплатное или так называемое льготное медобслуживание осуществляется в объеме только тех гарантий, на которые способно государство. На то, что не хватает, пациенты должны платить сами. Это и в виде обязательных страховых взносов, это и в виде сооплаты на дорогие процедуры и операции, но все равно денег не хватает. Соответственно, существуют так называемые неформальные платежи, когда пациент добровольно платит врачу в обход кассы больницы за то, чтобы тот внимательнее к нему отнесся, либо сам медик откровенно требует у больного доплатить за ту или иную услугу или лекарство. Возникает вопрос, что иногда пациенты говорят или медики часто говорят, за это надо заплатить. На самом деле за многие уже заплачено. И они, когда мы платим организациям за каждый случай, мы платим за заработную плату, за медикаменты, за содержание этих зданий. Но поэтому они и неформальными и называются. Их трудно обозначить. За что врач берет с пациента деньги? За что? За что еще? И поэтому мы и говорим, он берет, скорее всего, за то, что у него маленькая зарплата. Главной причиной неформальных платежей в отечественной медицине сами медики привыкли называть мизерную зарплату. А если их, так сказать, легализовать, как уверяет эксперт в области медицины Дамира Джапарова, деньги от пациентов будут законно аккумулироваться на спецсчетах медучреждений. И накопленные средства в этих фондах можно будет тратить на дополнительное поощрение врачей и закупку необходимых препаратов и оборудования. Настало время легализировать платные услуги. И за счет этого поднимать заработную плату врачей, поскольку качество медицинских услуг в первую очередь зависит от мотивации, от того, ты хочешь работать на этом месте или нет. Казалось бы, решение найдено. Медики получат дополнительные средства и оглядываться по сторонам уже не будут, потому как все будет законно. Да и пациенты будут уверены, что деньги, как положено, будут оприходованы кассой больницы или поликлиники. Однако не все считают, что такой шаг является правильным. Если речь идет о том, что нехватку финансирования все равно берет на себя пациент, то не легче ли просто поднять объем сооплаты? Сооплата, есть такой канал, он легализован, это сооплата. И поэтому нужно индексировать сооплату. Это и есть легальный канал поддержки больницы, а не платить врачу в карман. У нас вот делается такое лицемерие, да, получается. Сооплату мы не повышаем, а платежи из кармана будут расти. Так надо сооплату индексировать. А еще ведь есть фонд медицинского обязательного страхования. Отчисляют в него всего лишь 15% из всех граждан, а остальные не хотят. Зато если они в категории льготников, либо вообще не платят за медуслуги, либо по очень сниженным ценам. Необходимо, как говорят специалисты, немедленно сократить эту армию льготников. Из 100 больных, пришедших к врачу, 65 пользуются различными преференциями. Многие из них, по наблюдениям врачей, в этих льготах не нуждаются. Манас Ичгитов, Бакыт Кушалиев, НТС. Когда причина потери ребенка очевидна, но против традиционных устоев не пойдешь.
В Узгении врачи наблюдают рост младенческой смертности. Большинство погибших детей рождены от мам и пап, которые приходятся друг другу близкими родственниками. В администрации области говорят, что несмотря на существующий запрет, количество таких браков в последнее время продолжает расти. Сознательный выбор спутника жизни родителями и очень редко самими женихом и невестой. Брата в мужья и сестру в жены, чаще двоюродных. Их родители знают с детства, любят как родных, и они плохими зятьями и невестками точно не будут. А вот какими будут их дети? Почему-то будущие бабушки и дедушки не задумываются. Ведь в родственных браках часто рождаются инвалиды. А если миновало, страдают от множества болезней генетических. Гульхумар Турдуева вот уже 8 лет свою родную тетю называет мамой, а двоюродный брат ей приходится мужем. В детстве вместе играли и выросли. Закончив школу, Гульхумар узнала, что брат хочет жениться на ней. Но противиться решению родной тети не смогла, хотя подруги твердили, что родственные браки могут отрицательно повлиять на здоровье их детей. Дети, слава богу, родились здоровыми. Моя мама была против, но тетя обижалась, уговаривала, мол, кому, как не ей, можно доверить дочь. К тому же мой супруг настаивал, женится только на мне. Пришлось согласиться. Жили хорошо, дети родились здоровыми. Растут, все вроде благополучно. Но после я стала изучать, какие могут быть последствия. И узнала, что отклонения могут проявиться у моих внуков, то есть через поколение. Стала переживать. Переживания Гульхумар не напрасны, ведь, как известно, у кровнородственных браков велик риск так называемых рецессивных заболеваний. На одном из собраний областной администрации аким Узгенского района сообщил, что наблюдается рост детской смертности и рождения детей-инвалидов. По данным акима, исследования медиков и соцработников показали, что это дети именно тех родителей, которые являются родственниками. Мы направляли письмо в мэрию города Узген, где приводили конкретные факты. И прежний градоначальник Каримов вынес постановление и ввел штрафные санкции в размере от 10 до 15 тысяч сомов. Но, видимо, эта сумма очень маленькая. Люди просто оплачивали штраф и играли свадьбы. Этот метод не дал ожидаемых результатов, поэтому мы попросили имамов помочь вести разъяснительные работы. Люди прислушиваются к ним. Как правило, родители предпочитают женить своих детей на своих же племянницах. Жених и невеста приходятся друг другу двоюродными. Боятся, что попадется нехорошая невестка или зять. Мнение молодых чаще всего не берется в счет. В селе Заргер есть одна семья. У пары нормальным родился только первенец, а после у них умерли 11 младенцев. Когда я спросила у них, знают ли они причину, почему так происходит, они ответили, что являются детьми двух братьев. У нас в Узгене очень много ранних и родственных браков. Родственные браки влекут за собой проявление разных болезней у детей. У ребенка могут быть нарушения центральной нервной системы, нередко рождаются инвалидами. Многие из них, если и родились без видимых внешних отклонений, потом страдают серьезными заболеваниями. Поэтому мы просим депутатов принять закон, запрещающий родственные браки. Согласно статистике, в Узгенском районе в 2015 году был зарегистрирован 59 случаев детской смертности, а в 2016 году их стало на 8 больше. Если в 2015 году 14 детей появились на свет уже с врожденной инвалидностью, то в 2016 году таких случаев было на 10 больше. Причем большинство этих детей рождены от родителей, которые имеют кровнородственную связь. Согласно исследованиям, наибольшее количество таких браков заключаются в Араванском, Карасуйском, Узгенском и Ноокатском районах. Гульжан Алтмышбаева, Бекжан Токтасунов, НТС, Ош. Милиционеры в мечетях не на молитве, а на службе. Правоохранители теперь будут следить за правопорядком на пятничных намазах по всему Кыргызстану. Принцип таков: один милиционер на одну мечеть. Правда, в МВД говорят, что это уже давно норма. Просто их сотрудники, видимо, ведут себя неприметно. Нести службу могут и в гражданском. В Духовном управлении мусульман Кыргызстана о такой мере и не знали. По крайней мере, переговоров МВД с ними не вело. Впрочем, препятствовать работе милиционеров не собираются. О том, что в каждой мечети страны, оказывается, работает милиционер, стало известно лишь на этой неделе. Если для посетителей мусульманского храма это стало новостью, то в МВД даже удивились. Мол, это уже давно норма. По словам правоохранителей, народ наверняка просто не обращал внимания. И потом, погоны не обязательны. Службу нести разрешается и в гражданском. Основной
функциональной обязанностью органов внутренних дел является обеспечение безопасности во время массового скопления людей. Да? То есть на джума намазах или в других праздничных намазах милиция обеспечивает общественный порядок. То есть бывают случаи, когда, скажем, происходит кража, да, воруют там обувь, да, в этих случаях милиция всегда бывает на местах, и это есть в плане профилактики недопущения таких происшествий. Правоохранитель может находиться как снаружи, так и внутри мечети, молиться, говорят в МВД. Анализировать проповедь участковый инспектор не уполномочен. Этим все-таки занимаются сотрудники 10-го подразделения, которые сотрудничают с имамами. Но борьба с воровством, что ни на есть, их обязанность. Многие, к примеру, прочитав молитву, проходят к выходу и не находят свою обувь на том месте, где оставили. Двери мечети открыты для всех. Во время пятничной молитвы большое скопление народа. Некоторые люди этим пользуются. Бывали случаи, когда брали по ошибке чужие телефоны и обувь. Милиция – это основная структура, которая поддерживает общественный порядок. Препятствовать тому, чтобы на пятничной молитве присутствовали и милиционеры, никто не собирается. Правда, по поводу такого решения к нам никто не обращался и никаких уведомлений не присылал. Люди в погонах на территории мечети во время пятничной молитвы – привычное явление во многих азиатских странах. Например, в Саудовской Аравии, говорит теолог Кадыр Маликов. Там дежурит не только полиция, но и скорая. Все для удобства верующих. Подобное в нашей стране тоже неплохо, считает он. Главное, чтобы не было паники среди прихожан. Во многих мечетях, допустим, просто мы видим молящихся, да, допустим, среди верующих тоже людей, представителей правоохранительных органов, да, исполняющих молитву и так далее. То есть мы не обращали внимания. То есть если в таком режиме, то это неплохо, да. То есть присутствие милиции, которая также она исполняет свой долг, и, например, кто хочет исполнять пятничную молитву, да, наравне с верующим, да. То есть это повышает даже какое доверие к нашей милиции, да. То есть мне кажется, здесь работа должна быть очень тонкой. Да? Она не обязательно ее как бы показывать. В Кыргызстане, по данным МВД, чуть менее 3000 мечетей. Получается, что столько же правоохранителей несут вахту во время пятничной молитвы. Анастасия Соболева, Владимир Колбалдеев, НТС. Пойманный ждет наказания. Милиция задержала мужчину, который совершил преступление 25-летней давности. 15 марта 1992 года Айбек Джакыпов, переодевшись в милицейскую форму, обманом заполучил у одной из продавщиц Артасайского рынка 4 пачки сигарет. Женщина тут же написала на него заявление в милицию, начались разбирательства, его обвинили в мошенничестве, однако в суд Джакыпов не явился. Потому судья избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу заочно. Все эти годы вора разыскивала милиция. Несмотря на некоторую комичность ситуации, закон есть закон, говорят в милиции. Молодой человек в милицейской форме вымогал у одной из продавщиц плату за то, чтобы та могла продолжить торговлю. Когда женщина отказалась, он схватил с лотка 4 пачки сигарет и поспешно скрылся. Произошел этот случай на Артасайском базаре, но не вчера и не сегодня, а 25 лет назад. Уже потом выяснилось, что юноша оказался вовсе не правоохранителем, а студентом Айбеком Джакыповым, который решил таким образом сэкономить на сигаретах. Парня тогда поймали и возбудили в его отношении уголовное дело по статье «Мошенничество». На время разбирательств молодого человека отпустили под подписку о невыезде. Однако в Октябрьский суд, где рассматривали его случай, он не явился. Потому судьей заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. С тех пор его разыскивала милиция. Человек был объявлен в розыск. С того момента его местонахождение не было известно. И вчера он был задержан сотрудниками уголовного розыска за свое деяние. Сейчас мы исполняем постановление прокуратуры и задержали его в СИЗО номер 1 города Бишкек. Между тем, сроки давности за совершенное преступление варьируются в зависимости от тяжести оного. К примеру, если насильника не поймали и не привлекли к ответственности в течение 15 лет, то за решеткой он не окажется. А до недавнего времени избежать наказания за должностные преступления, касающиеся разработки месторождения Кумтор, можно было по прошествии 10 лет. Казалось бы, что по сравнению со столь серьезными деяниями кража сигарет? Неужели стоило разыскивать человека без малого четверть века, чтобы за это наказать? Однако юристы отмечают, правоохранители в данном случае следуют
букве закона. Сроки давности исчисляются вообще с момента совершения преступления, но здесь необходимо также отметить, что в соответствии с 67 статьей есть такой момент, когда если лицо скрывается от следствия либо от суда, сроки давности, исчисление сроков давности, оно приостанавливается, и оно продолжается с того момента, когда это лицо снова было задержано, либо это лицо пришло с повинной явка с повинной, с того момента оно обратно продолжается. Но когда лицо скрывается, допустим, по каким-либо причинам от следствия, от суда, эти сроки, исчисление сроков давности, оно приостанавливается в рамках нашего законодательства. Сейчас Джакыпову уже 46 лет, человек он семейный. Свою неявку объяснил правоохранителям тем, что сменил место жительства и никаких уведомлений не получал. А то, что его разыскивают все эти годы, знать не знал. А ведь тогда, явись он в 1992 году в положенный день в суд, мог отделаться общественными работами или штрафом. Теперь же его дальнейшую судьбу определит суд. Екатерина Ступкина, Асхат Ибраимов, НТС. И на этом наш выпуск завершен. Мы благодарим вас за внимание. Итоговые новости с Мержаном Балабаевым смотрите завтра на кыргызском и в воскресенье на русском языках. Оставайтесь на канале НТС. Приятных вам выходных.